Добрый день, Надежда Михайловна, уважаемые коллеги, участники конференции. С чего начинается Родина? Она начинается с малой Родины. Когда-то наши предки жили по родовым поместьям, малым родинам. Они заботились о ней, любили, защищали, передавали будущему поколению ее традиции и культуру отношения к ней. Сегодня большинство россиян превратили свою малую родину в маленький двор, дом в деревнях или в тесную квартиру между небом и землей в городах. Мы стали эгоистичными, заботимся только о материальном благополучии дома, квартиры, зависимы от общества, окружающего мнения, установленного порядка, но нас такими сделало время. Каждый государственный строй имеет свои положительные и отрицательные стороны. Например, со времен советской власти мы равноправные народы, больше не инородцы. Даже в самых малых отдаленных уголках России, как наш, получаем бесплатное среднее образование, медицину, открыли современные досуговые центры, библиотеки, детские сады, спортивные залы и тому подобное. После Октябрьской революции в Бериинском наследии в 1930-х годах были созданы 4 колхоза. Новая власть принудила жителей вступить в колхозы. Преступления забирали земли, КРС, лошадей и даже дома, как вступительный взнос. Семьи были вынуждены покинуть родовые поместья, объединиться семьями и жить по 2-3 семьи в одном доме, в основном в центре колхоза, чтобы быть ближе к месту работы. В 1950-х годах после объединения колхозов в один колхоз его члены вынуждены были создать деревню и переехать к ней. Далее колхоз переорганизовали в совхоз, детей отдали в детский сад и школы, а взрослые утонули в ежедневной суете. После развала Советского Союза, соответственно совхоза, люди не вернулись в свои забытые родовые поместья, а потянулись в районный центр или в город Якутск за заработками. Мудрость нашего села заключается в слове «олохтох», переводится как «местный, коренной житель», но еще и как «основательный, устойчивый, прочный, имеющий опору, поступательный, перспективный». Происходит от простого слова «олох», переводится как «жизнь», «основа», «сидение», «место жительства». Поэтому значение словосочетания «коренной житель» для нас понимается как неотделимая часть души с малой родиной, прародителей, материнской колыбелью. Малая родина для коренного жителя для нас – основа основ. Это жизнь. Сегодня многие, приезжая в родное село или поместье, ведут себя как гость, а не как его неотделимая часть, коренной житель, а ведь приезжают по зову своих корней, которая течет в их крови, восхищаются красотой природы, удовлетворяют тоску по малой родине, но сами ничего не делают для нее. При этом одновременно обвиняют нападение патриотического воспитания или нравственности молодежи. А дети копируют своих родителей, окружающее общество. Когда общество внушает, что Родина там, где ему хорошо, а не та земля, на которой он родился и вырос, нашим детям тяжело понять патриотические ценности. А мы хотим воспитать патриота Родины и страны. Что будет через 20 лет, если не задумаемся над культурой отношения к малой Родине сегодня? Что делать, чтобы наши дети стали коренными жителями? Нашей целью является сохранение села, его традиции и культуры. Краеведение является основным направлением работы библиотеки. Кроме изучения родного края у библиотеки есть ответственная задача – объединить все организации села и направить усиление на воспитание детей, проявить у детей и молодежи интерес к малой родине, патриотизму, передать традиции. Для привлечения детей и молодежи ежегодно совместно со школой, культурным центром, студией звукозаписи и детским садом создаются летние школьные лагеря,
проводятся краеведческие экскурсии, организуются выставки, научно-практическая конференция, кружки анимации, встречи с известными интересными людьми, работает клуб юных краеведов. А в прошлом году, в 2019 году, создали холодный дом-музей семьи православного священника Никифорова Пантелеймона Васильевича. В конце XIX века, когда мы считались инородцами, русский православный священник Алексей Бушуев по собственному желанию учил местных детей грамоте. Он выучил якутский язык и учил на якутском языке, а затем в 1890 году открыл школу. А в 1905 году другой священник Максим Леонтьев и диакон Пантелеймон Никифоров открыли библиотеку. В 1908 году Пантелеймону Никифорову был присвоен сан священника. В этом году для семьи священника был построен дом с общей площадью 120 квадратных метров, где они жили с 1908 по 1909 и 1917 по 1929 годы. Священник пользовался большим авторитетом у населения, его уважали за доброту и понимание. Он разговаривал на чистом якутском языке. Его дети, которые родились здесь и выросли, дружили с местными детьми. Их старший сын Михаил Пантелеймонович был заведующим Бериинской начальной школы. Впоследствии он стал отличником просвещения РСФСР, заслуженным учителем ЯССР. В 1929 году приехал полномоченный из города Якутска, столицы республики, и закрыл церковь. Поэтому семья Никифоровых переехала в город Якутск. Жители Бериинского наслега не прекращали связь со священником, гостили у них, а дети священника приезжали в село. Даже сейчас, когда прошло почти 100 лет, старожилы помнят и чтят их память. В этом доме с 1926 по 1928 годы жила друг семьи Никифоровых, семья другого священника, Лонгинова Дионисия Евстафьевича. Его жена Сусанна Лонгинова учительствовала в местной начальной школе. Их сын Володя в этом году поступил в 1 класс. До войны он работал в Тампонском районе Якутской АССР. Его исключили из комсомола за то, что он был сыном священника. Во время Второй мировой войны за проявленный героизм при форсировании Днепра в 1943 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза. С 1968 года наша Бериинская средняя школа носит его имя – Героя Советского Союза Владимира Денисовича Лонгинова. К столетию героя Владимира Денисовича Лонгинова по инициативе коллектива школы и сельской библиотеки в 2019 году был восстановлен дом семьи православного священника Никифорова Пантелеймона Васильевича. Цель дома – познание духа прошлого, научить подрастающее поколение жить по биографиям других. Население собрало более 20 тысяч рублей, администрация выделила 50 тысяч рублей. Вымыли, покрасили, восстановили крышу, окна, разобрали вторую печь, старый забор 1990-х годов, построили новый забор. Под домом сделан сквер народным селителям, а также исторический сквер. Посадили деревья и кустарники. Все эти работы проводились субботниками. На субботниках участвовало почти все население. В данный момент экспонаты библиотеки разделены на 10 секций. Палеонтология, родная природа, земля отцов, быт предков, история церкви, наслед в годы Великой Отечественной войны, история организаций и учреждений наслега. Мы ими гордимся, о знаменитых земляках, упавшие с неба, коллекция библиотеки.
Экспонаты секции «История церкви» перенесли в дом священника, а также жители Бериинского наслега пожертвовали комод и стол священника, деревянный диван старости церкви и кровать. Кстати, голландская печь в доме в хорошем состоянии стоит со времен строительства, то есть 1908 года. В доме сделали кухню, прихожую, гостиную, а также отдельно комнату, посвященную Владимиру Лонгинову. Сохранился единственный дом в республике, где жил герой. Дом будет неотопляемым, поэтому желающие посещают дом-музей в теплое время года, а 2 сентября, в день рождения героя, ежегодно будет проводиться школьная экскурсия. Надеемся, что восстановленный дом уже приносит свои плоды. Во-первых, наглядность того времени сумеет оживить старое забытое, пробудить интерес молодежи к истории, краеведению. Во-вторых, из-за маленького помещения библиотеки и большого количества экспонатов организовывали по одной живой выставке в год. Что такое живая выставка? Чтобы привлечь внимание детей, с 2015 года на некоторых выставках как бы оживляем экспонаты, то есть вместо восковых фигур в роли исторической личности выступает живой человек и показывает, как работал тот или иной экспонат. Такие выставки назвали «живые выставки». Например, в 2019 году были организованы живые выставки на Днях Бериинского наслега в городе Якутске, посвященные к 90-летию известного в республике народного селителя Турантаева Гурия Ивановича и 80-летию образования лесного хозяйства. В 2020 году представили живую выставку, посвященную 75-летию Великой Победы. Такие выставки требуют много усилия, времени, перестановки экспонатов и расхода, а восстановленный холодный дом-музей будет постоянным. В-третьих, заброшенная усадьба портила общий вид села, а сейчас, наоборот, стал украшением, одним из достопримечательных мест. В-четвертых, в этом доме в 1930-х годах, когда семья уехала, открылся интернат. Здесь жили будущие профессора, доктора медицинских наук Егор Петрович Васильев и Иван Яковлевич Егоров и другие видные деятели. Поэтому в доме в прихожей сделали стенд по истории интерната. В-пятых, окрыленные идеей планируем восстановить церковь, где будет размещена история церкви, библиотеки и школы. А также планируется установка мемориальной доски со списком захороненных людей на церковном кладбище. Из Национального архива Республики Саха нашли более 150 имен захороненных в церковном кладбище. Несомненно одно: мы не знаем, сколько простоит этот дом, покажет время, но без добрых дел, без любви к малой родине нам не возродить патриотизм. В заключение хочу сказать, что дерево с крепкими и глубокими корнями устоит даже при сильном ветре, устойчив при любом ненастье. Но дерево с крепкими корнями и прямым стволом бывает только в родной ему природе, в родной окружающей среде, у имеющей родину.